Сегодня третья встреча в рамках нашего проекта для тех, кто желает освоить бурятский язык с нуля. Напоминаю, что на своем YouTube-канале я создал специальный плейлист, в который размещаю все выпуски нашего проекта в хронологическом порядке. Так что подписывайтесь на мой YouTube-канал и осваивайте бурятский язык вместе с нами. Сегодня, можно сказать, у нас ключевая встреча, она так и называется «Осторожно, развилка», и сейчас я объясню почему. Итак, друзья, в прошлый раз мы с вами поняли, как сказать «я люблю бузы». Би бузда дурты. Но человек может испытывать любовь не только к какому-то предмету, но и к какому-то действию. Для того, чтобы понять, как это выразить, мы сейчас для начала вспомним, откуда у нас появилось определение дурте, то есть любящий. Бузда дурте, любящий бузы. Вот это определение появилось от существительного дором, то есть любовь к бузам, бузда дором. В этом словосочетании у нас слово любовь привязывается к существительному бузы, то есть к предмету любви, через падежное окончание «да». Собственно, и привязка к действию выглядит очень похожим образом. Кушать что-то это значение передает бурятский глагол с основной формой «иди». Соответственно, кушать бузы, бузы, иди. И теперь нам надо привязать существительное дуром к действию буза, иди. Как я сказал, это делается похожим образом, как и в случае с существительным, да? Только здесь применяется другое окончание. В данном случае это будет окончание «х». То есть мы добавляем согласную «х» и гласную из корня. Получается «эдих». Все вместе бузы, «эдих» дуром, любовь кушать бузы. Очень важно с самого начала понять именно вот эту часть речи, «эдих». По своему опыту могу сказать, что исходя из дословного перевода, не дословного, а смыслового перевода на русский язык этой фразы, да, любовь кушать бузы, легко воспринять вот эту часть речи как глагол. Не говоря уже о том, что бурятский глагол, он именно в этой форме и указан в словаре. Допустим, слово «кушать» там будет «эдих». Это все немножко сбивает с толку и может направить по неправильному пути. Очень важно понять, что «эдих», буза «эдих» в нашем случае отвечает на вопрос «какая?». То есть любовь какая? Любовь кушать бузы, как, собственно, и в случае с просто бузами. Да? Какая любовь? Любовь к бузам. То есть это «эдих» – это определение. Это определение, которое передает признак предмета в виде его свойства и качества, или качества, связанное с действием «кушать». И эта часть речи называется причастие. То есть она передает причастие или причастность предмета дуром к действию бузы и «х». Идем дальше. Я сказал, что образуется эта часть речи путем присоединения буквы «х» и гласной из корня. Вот давайте рассмотрим это на примере словосочетания. Нам нужно соединить «тогом», то есть котел, с действием «мяха-шана». То есть «шана» – это основная форма глагола со значением «варить», а «мяха» – это слово «мяхым», то есть «мясо», в форме винительного падежа. Вот это выпадающее «н», слово «мяхым» выпало, и получилось «мяха-шана» и «тогом». Мы помним, что для того, чтобы связать существительное с действием, придав ему признак, связанный с этим действием, мы добавляем сначала букву «х» и гласную из корня. Получается «мяха-шана-тогом». То
То есть котел для варки мяса. Это такой признак котла в виде свойства или качества, связанного с действием варить мясо. Ну и давайте возьмем удом, дверь, и ора, то есть входить. Это основная форма глагола со значением входить. Соответственно, для того, чтобы нам связать слово удом с действием ора, мы также добавляем букву х и гласную из корня о. У нас получается орхуудом. Но очень важно с самого начала усвоить, что бурятское причастие – это составная часть конструкции из 3 слов. И вот в данном случае вот орхуудом в этом устойчивом словосочетании бурятское причастие использовано в несвойственном ему виде. Поэтому для того, чтобы восстановить полную конструкцию, мы добавим слово хуне. Слово хум мы знаем, а вот это окончание помогает ему ответить на вопрос чей. То есть в данном случае чей это относится к действию, то есть чье действие? Действие людей. То есть хуне орхуудом можно перевести как входная дверь для людей. Ну, поскольку и так понятно, что входная дверь, она для людей, вот это хуне выпадает, и орхуудом уже используется в речи именно как вот такое словосочетание. Но нам важно запомнить, что причастие бурятского языка – это составная часть словосочетания из 3 слов, где оно стоит посередине, определяя последующее за ним существительное. Теперь, как вот эта конструкция используется в полном предложении. Допустим, я люблю кушать бузы. Мы просто вот эту всю конструкцию погружаем в уже известную нам несущую конструкцию любого предложения, подлежащее и сказуемое. Допустим, я люблю кушать бузы. Би, бузы и тх. Здесь мы помним, что буква Н выпадающая, она выпадает в так называемом совместном падеже, когда мы добавляем окончание «т», и у нас получается би, бузы, этих, дурты. Би, мяхаш, шанха, тоты. У меня есть котел для варки мяса. Гр, хуне, орху, удты. У дома есть входная дверь. Теперь, друзья, что касается развилки. Почему наша встреча называется «Внимание, развилка». Если мы воспримем вот эту форму эдих, шанах, орх как глагол, то мы пойдем по ложному следу. Если изобразить это схематично, да, то, вот, допустим, я и вот бурятский язык. Если пойти по пути, что шанах, эдих, орх это глагол, то это ложный след, вы уйдете далеко в сторону, и вообще не факт, что потом придете к бурятскому языку. Я пошел этим путем, но в один момент сделал разворот назад и вернулся к бурятскому языку. Но сейчас моя задача показать вам самый короткий путь для того, чтобы не ходить кругами. Вот этот самый короткий путь, это и есть восприятие. Он достигается путем восприятия такой формы, как этих, шанах, орх, как причастие. Это поможет и впоследствии все другие причастия бурятского языка гораздо легче воспринять. Теперь, друзья, в чем еще один очень важный нюанс? В том, что вот эта форма, она не имеет аналога в русском языке. Поэтому перевести слово «эдих», его на русский язык каким-то универсальным словом невозможно. Смотрите, бузы этих, би бузы этих дурты, да? Здесь у нас я люблю кушать бузы. Эдих переводится как глагол. Мяха шанахаталом, котел для варки мяса. Шанаха переводится уже как предлог для существительного варка, котел для варки мяса. Орхоудом или хуне орхоудом, здесь уже орхо переводится как прилагательное, входная. Долго думал над тем, как же вот сформулировать перевод на русский язык для того, чтобы можно было охватить все эти случаи. И пришел к тому, что вот это окончание ха, хо, хэ, его нужно просто переводить на русский язык.
То есть, допустим, мяхашан хатом. Вот это окончание ха мы подвергаем прямому переводу. У нас получается котел, обладающий свойством или качеством, связанным с действием варить мясо. Дверь, обладающая свойством или качеством, связанным с действием входить, с действием людей входить. Буза и тхидурам. Любовь, обладающая свойством или качеством, связанным с действием кушать бузы. Поэтому это причастие я так и называю причастие качества или свойства. В грамматике оно называется причастие будущего времени. Итак, друзья, мы можем подвести итог нашей встречи. Сегодня мы поняли, как не взять ложный след и осваивать бурятский язык самым коротким путем. Друзья, идите коротким путем, подписывайтесь на мой канал. Дахин Лозатра, Парьте.